Здравствуйте, это новости 24 в студии Адам Патиев и коротко о главном. Работа завода «Очелуки», жилье для оползневиков, ликвидация трехсменки в школах, детали визита в Ингушетию министра регионального развития России. Памятные медали, золото Сарматов, картина Айвазовского, подарочные экспонаты из резиденции Юнусбека Евкурова перейдут в музей краеведения. Им нужна наша помощь. По республике проводятся благотворительные акции, приуроченные к священному месяцу Маулид. Министр регионального развития России Игорь Слюняев сегодня приехал в Ингушетию с рабочим визитом. Первым министр посетил завод минеральных вод «Очелуки», одно из старейших и самых успешных производств в Ингушетии. Ему рассказали историю завода, которому 85 лет, и показали цикл производства. Здесь установлено итальянское и немецкое оборудование. Воду «Очелуки» получают на 3 скважинах. Первую по составу и качеству сравнивают с источниками в Карловых Варах. Воды из 2-й скважины эксперты сравнивают с боржоми. И 3-я – классическая вода «Очелуки», минеральный состав, который уникален. Совсем недавно на заводе стали развивать производство сладких вод. Сырье привозят из Италии. В общей сложности в сутки отсюда выходят 800 тысяч бутылок воды. Игорь Слюняев отметил, что конкуренция на рынке минеральных вод жесткая, и завод отлично держит марку. Говорил министр и об успехах в развитии республики в целом. Республика Ингушетия в 20-ке лидеров в стране. Причем это формальная сторона, это 12 показателей, которые мониторятся федеральными органами власти через данные госстатистики. С другой стороны, конечно, личное впечатление. Я был в 2007 году в последний раз на территории Республики Ингушетия, и перемены ощущаются во многом. В-третьих, я скажу, что те инвестиционные проекты, которые сегодня реализуются при поддержке федерального бюджета, за счет механизма государственных гарантий и средств инвестиционного фонда, они помогают решать главную проблему на территории Республики Ингушетия – проблему занятости, потому что напряженность на рынке труда по-прежнему остается высокой. Та оценка, которая дана сегодня республике за 2013 год по 20-ке лидеров тех продвижений, в тех критериях оценки, это дорого стоит. Это значит, мы не зря день и ночь трудились, не засыпали, не доедали, но задачу выполнили. Сейчас задача стоит удержать эту планку и дальше продолжить реализацию тех программ, которые есть. Следующим пунктом визита министра стал Малгобек. Игорь Слюняев ознакомился с ходом возведения городка для жителей оползневой зоны в юго-западной части города. Осмотрел квартиры и остался доволен ходом работы. Глава республики Юнусбек Евкуров отметил, что только на территории этого городка впоследствии будет более 200 рабочих мест в школах, детсадах, аптеках и магазинах. Затем глава Минрегиона побывал в одной из общеобразовательных школ, которая работает в 3-сменном режиме, и пообщался с министром образования Ингушетии Миланой Хасиевой. Она рассказала, как обстоят дела в республике с 3-сменкой. Слюняев осмотрел кабинеты и пообщался с участниками 3-го класса. Ну вот, кстати, о 3-сменке. Этот режим обучения можно оправдать лишь уровнем демографической ситуации в регионе. А здесь Ингушетия выполняет с лихвой план федерального центра. А что касается мер, то действуем ударно строительством. О том, где и в какие сроки появятся новые школы, расскажет Милана Хашигульгова. В этой школе, по словам учителей, нет элементарных условий для обучения детей. Сами учителя не первый год красят и приводят в порядок неприспособленное помещение для школы. Несмотря на это, здесь учатся 85 учеников в 2 смены. Всего 7 учебных кабинетов. Можно сказать, в скором времени многолетние проблемы коллектива школы разрешатся. В Алкуне в конце 2013 года начато строительство новой школы. Завершены земляные работы, и строители приступили к нулевому циклу. Фундамент будет столбчатого типа, что придаст зданию сейсмоустойчивость. Школа рассчитана на 200 ученических мест. В здании будут спортивный зал, большой пищевой блок, библиотека, читальные и актовые залы и светлые просторные кабинеты. Мы работаем в стесненных условиях, это раз. И поэтому с построением новой школы все наши проблемы, наверное, уйдут сразу. Поэтому для нас построение новой школы это значит огромное, вот это, я не знаю, словами не выразить, что мы ждем от этой новой школы. Вторая школа в Орджоникидзевском расположена в здании, построенном в конце 18 столетия генералом Слепцовым под конюшню, а в 1924 году было реконструировано под школу. Сейчас здесь обучаются 740 учеников в 3 смены, и из-за нехватки посадочных мест учителям приходится проводить занятия в коридорах в 3 смены. Совсем скоро проблема будет решена. Здесь же во дворе построена современная 3-этажная гимназия, рассчитанная на 420 мест. Строительство было начато в 2010 году.
Она соответствует всем нормам: широкие коридоры, светлые кабинеты, просторные спортивные и актовые залы. Большие проблемы в данной школе. Нет условий заниматься. По мере возможности персонал, педагогический состав, в мере возможности стараются приводить порядок, но все-таки это нужно тоже силы и терпения. В Далакове строится новая общеобразовательная школа в рамках федеральной целевой программы «Юг России». Учебное заведение рассчитано на 540 ученических мест. К строительству социально значимого объекта приступили в октябре 2012 года. Учебное заведение будет соответствовать всем современным требованиям. Предусмотрены залы для занятий по тяжелой атлетике, боксерских секций, спортзал и стадион, оснащенный современным спортинвентарем. На сегодняшний день на объекте трудится свыше 70 рабочих, 15 машин тяжелой техники. Условия здесь будут хорошие. На каждом этаже санузлы, в подвальном помещении тоже. Душевые, столовая большая, актовый зал, спортзал, стадион. И благоустройство хорошее будет. Все здесь качественно будет. Строительство новой школы позволит ликвидировать в Далаково проблему трехсменки. В действующей старой школе, рассчитанной на 320 учеников, учатся около 700 учащихся в 2 смены и 3-я подвесная смена, подготовительные группы. Такая система образования, конечно, не может не сказаться на качестве образования, считает директор школы. Очень сильно влияет на образовательный процесс, потому что вывешен дополнительный график дополнительных занятий, нет возможности проводить их. Надо дожидаться уже поздно, вечером или же между сменами. Это очень неудобно и для учащихся, и для учителей. Проблема трехсменного образования в республике решается ускоренными темпами и в ближайшие годы будет ликвидирована полностью в рамках реализации дорожной карты. Милана Хашигульгова, Муса Хамхоев, Новости 24. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров провел совещание по реализации в регионе ключевых проектов в агропромышленной сфере. Основные темы встречи – ход строительства молочно-мясного комплекса Сагапшинский и готовность агропромышленного комбината «Атлас». Руководитель субъекта отметил важность обоих проектов для экономики и бюджета Ингушетии. Это возможность создать свыше 1000 рабочих мест, а также дополнительный доход для многих жителей республики. Молочно-мясной комплекс, строящийся в сельском поселении Сагапши, рассчитан на 800 голов. Сейчас выполнены работы по устройству кровли 2 телятников и 3 коровников. Построены склады для хранения кормов и сенохранилища. Сдача комплекса намечена на конец года. Что касается ГУПа «Атлас», его строительство уже завершено. Согласно договору с поставщиком оборудования, к апрелю предполагается оснастить комбинат 2 производственными линиями о переработке овощей, консервировании, изготовлении томатной пасты и получении фруктовых пюре. Здесь каждый экспонат прежде всего отражение личностного отношения. Речь идет о музее-резиденции Юнузбека Евкурова. Каждый подарок в прямом смысле президентский, а потому должен служить на радость народу, уверен глава региона. Вот и принял решение сдать часть реликвий на всеобщее обозрение. Экспертом выступил директор музея краеведения Ингушетии. Подробности у Хавы Султыговой. Музей в резиденции главы республики создан недавно и уже полон экспонатов. Для того, чтобы это великолепие смог увидеть каждый желающий, глава республики дал указание директору краеведческого музея Магомеду Сагову отобрать наиболее интересные предметы для выставки в музее имени Тугана Мальсагова. Главой республики поручено нам отобрать экспонаты из его коллекции. Это дары главе республики, герою Российской Федерации. И экспонаты, которые будут очень интересны для нашей экспозиции, главой республики переданы нашему музею. На хранение в музей Юнузбек Евкуров передал и подарок, который недавно привезла азербайджанская делегация с приветствием от президента Ильхама Алиева. Все ценности, подаренные ему, глава республики передает в музей как память, ведь каждый подарок – это часть истории. После каждой поездки нашего главы или после приезда гостей в нашу республику музей пополняется подарками. И думаю, что будет еще пополняться и расти. На стеллажах представлены экспонаты старины, современной истории и достижений в спорте, медали в честь 200-летия Отечественной войны, золото Сарматов Архангельска и картина Айвазовского. Также много символов государственности. Выставленные предметы представляют не только большую материальную ценность, но и являются эксклюзивными.
Одними из таких подарков является титульный чемпионский пояс от М1 Global за вклад в развитие смешанных единоборств в Республике Ингушетия. А особенно Юнусбеку Евкурову понравился подарок 13-летней девочки. Это колокольчики ручной работы, которые она подарила ему при встрече. Магомед Сагов прошел по всем стеллажам и отобрал будущие экспонаты для музея краеведения. И в скором времени все желающие смогут увидеть их на выставке. Хава Султыкова, Тимур Карахоев, Новости 24. Погаси задолженность и живи спокойно. Рейдовые мероприятия по борьбе со злостными неплательщиками продолжаются. Более 1000 должников по всей республике под строгим контролем соответствующих органов начали выплачивать долги за жилищно-коммунальные услуги. Джайрасский район тоже не стал исключением. Подробнее в следующем сюжете. С самого утра представители коммунальных служб объезжали дома тех, у кого имеется задолженность по газу и электроэнергии. У многих из них не установлены или не работают приборы учета, поэтому абонентские службы рассчитывают оплату, исходя из площади дома. По семейным обстоятельствам были некоторые проблемы, поэтому как-то пришлось задолжаться. Но я обязательно, как вы сказали, до 20-го и после до 25-го, как обязуюсь оплатить все задолженности за газ и за свет. Сотрудники абонентских служб вместе с заместителем главы Джайрасского района обошли более десятка дворов. Но отрезать электроэнергию и газ никому не пришлось. Должникам позволили заплатить в рассрочку сначала за последние месяцы, а остаток долга они должны погасить до конца января. На данный момент идет работа по повышению уровня платежей за коммунальные услуги среди населения. Цель такая – довести платежи на 100% уровень. Эта работа проводится ежедневно. Многие не осознают, что чем больше проходит времени, тем больше растет задолженность. А по долгам рано или поздно все равно придется платить. Если не добровольно, то через суд. Руслан Албагачиев, Юнус Сычоев, Новости 24. В Ингушетии продолжаются благотворительные акции в честь священного месяца Мавлид. Десятки нуждающихся по всей республике уже получили продукты и одежду. Кому помогли, узнал Ильяс Курскиев. Лейла Тумгоева из Орджоникидзевского настоящая мать-героиня. У нее 10 детей, самому старшему 19, а младшей девочке всего 3 месяца. Семья из 13 человек, Лейла и ее муж, ветеран Афганистана, бабушка и 10 детей живут вот в этой ветхой хибаре, в которой одна комната и маленькая кухня. У 9-летнего сына Рамазана поражена центральная нервная система. Семья живет на небольшую пенсию бабушки, благотворительная помощь им просто необходима. Другой дом, другая беда. Семья Хурция живет на соседней улице. Пока мама на работе, за старшего в доме пятиклассник Ильяс. Он присматривает за маленькой Марьям и младшим братом Бегларом. Сестренке 1 годик, а брату 6 лет. А мне 11 лет. Учусь в школе хорошо. Мама Светлана Нельчук возвращается с работы. Увидев скопление людей у дома, она поначалу испугалась. Но узнав, с какой целью они пришли, успокоилась. Спасибо за то, что вы уделили внимание моей семье, моим детям. Светлана работает на почте. Из заработанных 11 тысяч 7 уходят на оплату маленького съемного дома. Трудностей очень много, трудностей. Нету жилья. Вот вся трудность, все заключается в том, что нету жилья. Всех проблем Светланы решить, конечно, не удалось, однако, учитывая материальное положение матери-одиночки, продукты питания для нее большая помощь. Спасибо. А это сельское поселение Инарки. Неожиданному визиту гостей здесь также оказались рады. В этой постройке из бетонных и глиняных блоков живут Цуроевы. Семья из 10 человек, родители и 8 детей живут только на пенсию. Денег катастрофически не хватает. Несколько мешков муки и сахара для них хороший подарок. Дети у меня спят на полу, дома очень тесно, места не хватает и дохода практически нет. Вы сами видите мое положение. Любой помощи мы только рады. Благотворительная акция, приуроченная к месяцу рождения пророка, должна затронуть тысячи людей. Муку, сахар, одежду и бытовую технику, купленные на деньги ингушских меценатов, уже получили десятки семей Ингушетии. Среди них как мусульмане, так и представители других конфессий. Акции мы проводим не за счет бюджетных средств, а за счет спонсорских пожертвований. Мы закупаем эти продукты питания и распределяем согласно спискам администрации сельских поселений. Они нам предоставляют списки малоимущих категорий, больных и инвалидов. И мы раздаем эти продукты согласно этим спискам.
В списках оказания помощи несколько тысяч малоимущих семей из различных населенных пунктов республики. Десяткам из них уже передали продукты питания и вещи первой необходимости. Остальные нуждающиеся помощь получат до конца священного месяца Маулид. Ильяс Курскиев, Рахман Суров, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.